пыталась разделить и русифицировать Грузию с XIX века. Это подтверждает и абхазский историк Георгий Анчабадзе. Изначально абхазская письменность была создана русскими в 1860-х годах. Они сделали это в целях русификации. Они создали не только абхазскую, но и мигрельскую, сванскую, чеченскую и осетинскую письменности. В Самигрела, например, местная интеллигенция оказала сильное сопротивление. России не удалось русифицировать Самигрела и Сванетию, поскольку грузины твердо отстаивали свою идентичность и культуру. Предки современных абхазов также выступали против русификации. Они хорошо помнили период махаджиров и изгнание и депортацию их родственников русскими из родных мест. Лучшей письменностью для абхазского языка был грузинский алфавит, потому что он наиболее близок к абхазскому. Абхазский алфавит, созданный русскими, тоже поначалу не работал, хотя к работе были привлечены очень известные российские лингвисты, но никто не использовал этот алфавит. Я даже помню, что когда писали письмо на абхазском, то писали его грузинскими буквами. В 80-е годы они все еще писали этими грузинскими буквами. Несмотря на попытки старых абхазов сохранить свою идентичность, их потомки предпочли русификацию и службу Кремлю. Сегодня каждый абхаз, будь то политик, актер или журналист, говорит и пишет по-русски, думает по-русски. То, что русским не удалось сделать в других регионах Грузии, им удалось в Абхазии, и сегодня абхазский язык, искаженный русским и неподходящим алфавитом, находится на грани исчезновения. Для мирового сообщества мы все русские. Вот из этого сегодня мы должны исходить. В условиях оккупации, вследствие русификации, культурная идентичность абхазов исчезает вместе с языком, а в случае продолжения подобной тенденции вскоре исчезнет и вовсе. Россия